Независимая студия документальных видеофильмов «Асти» представляет Сергей Сорокин, Татьяна Рожина, Александр Ильин, Николай Аникин с авторской программой «Как заработать миллион». Извините, студия Асти. Скажите, вам хотелось бы иметь 1 000 000 рублей? Хотелось бы. Да, хотелось бы. Миллион? Ну, хотелось бы. Деньги никогда не бывают лишними. Ой, я не буду уже миллион иметь, не хочу. Этим потом спать не будешь. Мне было бы кушать, вы знаете, сыта бы было, да теплее было. Мне больше уже ничего не надо. 1 000 000 мне не надо. Скажите, вы хотели бы иметь 1 000 000? Я? Обязательно. А вы знаете, как заработать 1 000 000? Не. Если бы знал, я бы уже заработал давно. Я не знаю, как, но можно. Не представляю пока возможным. Сегодня. Ну как, торговать нужно? Работать надо, работать. А вы знаете, как заработать 1 000 000? Нет, не знаю пока. А ваши попугаи говорят? Научите, буду говорить. Как заработать, как заработать? Прав попугай. 1 000 000 у нас не заработаешь. 1 000 000 можно только придумать, как заработать. А потому студия Асти объявляет конкурс на самую оригинальную, самую неожиданную, самую гениально простую идею на тему о том, как заработать 1 000 000. Итак, если у вас есть идея, если эта идея не вступает в противоречие ни со здравым смыслом, ни с действующим УК, если вам, наконец, не жалко поделиться со всеми страждущими, звоните в адрес нашей программы по телефону в Сыктывкаре 3 26 04. Ежемесячный приз победителю 10 000 рублей. Ну а пока знакомьтесь, жюри конкурса, представители фирм-спонсоров программы «Как заработать 1 000 000». Михаил Глузман, президент акционерного общества «Илыч». Виталий Востряков, председатель правления Комибанка. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро Коми АБ. В общем-то, идеи хороши тогда, когда их можно продать. Это моя, так сказать, конечная точка зрения на идеи, потому что идеи могут быть полезные, бесполезные, но даже самые хорошие идеи, они все равно в конечном счете обретают какую-то полезность. Это не обязательно должна быть какая-то, ну, я не знаю, там, меркантильная полезность или должны быть большие деньги, но они в конечном счете могут быть проданы, а под понятием проданы я подразумеваю, что они будут полезны для всех. Владимир Липатников, президент Союза предпринимателей Республики Коми. Я считаю, что идея, особенно в наше время, если она направлена на то, чтобы мы быстрее пришли к рынку, чтобы, ну, и в итоге, чтобы мы жили лучше, она сегодня важна как никогда. Во всяком случае, за идею сегодня есть необходимость, и даже это в обязательном порядке, я считаю, даже просто за одну идею, без ее проработки, ну и то уже надо платить. Маргарита Плоскова, председатель кооператива «Бытовик». Вообще, честно говоря, мозги сейчас дорого стоят. Наверное, дороже, чем какие-то там другие товары, там какие-то там еще сырье. Потому что при хороших мозгах созревает хорошая идея. Идея сейчас стоит больших миллионов. На Западе иногда за идею платят больше, чем за что-либо другое. Думать надо. Конкурс! Николай Морозов, кандидат исторических наук, доцент Сыктывкарского университета. Ну, моя идея очень проста. Вот много раз, проходя по городу Сыктывкару, несколько лет назад еще я заметил, что вместо бетонных бордюр вот у нас на улицах, на площадях сделали гранитные бордюры. Помнится, в то время у меня это вызывало чувство глубокого внутреннего недовольства, потому что гранитные бордюры гораздо дороже, чем бетонные. А городской бюджет, как известно, и тогда, и сейчас не отличался особым богатством. А вот это была первая, так сказать, ласточка к моей идее. Вторая ласточка заключалась в том, что наше телевидение сейчас сделало для нас, зрителей, так называемый 4-й канал,
по которому идет масса полезной информации, в частности, о той конъюнктуре, которая складывается сейчас на Западе, о том, что там сейчас в моде, что не в моде и так далее. Вот. И проходя по Юбилейной площади, теперь это Стефановская площадь, слава богу, глядя на памятник товарищу Ленину, вождю мирового пролетариата, я подумал, что гранит, в общем-то, очень полезный природный источник, природный материал. И если подойти с умом к этому материалу, извлечь можно массу полезных вещей, в том числе и долларов. Ну, в частности, недавно по телевидению была передача о том, что из-за экологических проблем в столицах западноевропейских стран снимают асфальт с дорог и покрывают гранитной брусчаткой. Таким образом, вот два этих соображения, столкнувшись вместе, родили такую идею, что если воспользоваться теперешней конъюнктурой в странах Западной Европы и предложить им прекрасный уральский гранит, который по своему качеству превосходит не только европейские, но и многие другие образцы гранитов, и, скажем так, сделать маленькую мастерскую в городе Печоре, маленький цех, куда можно завозить по железной дороге с приполярного Урала прекрасный гранит. Там, в этой мастерской, есть специальная машина, я об этом узнал недавно. Эта машина делает из гранитных блоков прекрасную брусчатку. И эту брусчатку по договорам с западноевропейскими муниципалитетами, Лондон, Париж, Брюссель, кстати, отправлять по той же железной дороге или самолетом, как это получится, в страны Западной Европы. Я знаю также, что вот такой тип покрытия, он стоит очень больших денег. 10 квадратных метров брусчатки в Брюсселе сейчас идет за 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов, ну не сразу, конечно, а в течение, скажем, года, если мы подпишем такой контракт, мы зарабатываем 100 тысяч долларов, что равняется в пересчете на наши советские деньги как раз миллионы рублей. И если кто-то воспользуется или заинтересуется этой идеей, то я буду только рад и счастлив. Антон Семенов, студент Коми-Государственного педагогического института. Ну, например, здесь же около этой заправочной станции можно сделать небольшое предприятие по мойке машин. Для начала просто так мыть машины снаружи, снутри. Можно даже мыть грузовики побольше, что обычно не берутся делать. Вот. Далее эти деньги, которые будут получены с мойки этих автомобилей, вкладывать дальше. Например, купить деревянный киоск, купить автомат для делания жареной картошки, знаете, которую продают в пакетиках, вот. Жареная картошка — это само по себе дело очень доходное. А если это совместить вместе с мойкой автомобилей, то это практически вообще золотое дно. Вот. Для постоянных клиентов в дальнейшем можно будет сделать что-то типа абонемента, что будет гораздо дешевле и будет серьезно привлекать к себе клиентов. Вот. Ну, можно будет сделать такие услуги, как, допустим, для клиентов бесплатный телефон-автомат. Можно будет здесь же установить небольшой, допустим, магазинчик для автолюбителей, где будут продавать разные мелочи. Вот. И пока владелец будет ждать, пока помоют его автомобиль, он за это время может перекусить, посмотреть видео, ну и, в общем, немного отдохнуть. Также выгодность этого дела заключается в том, что это дело можно организовать круглогодично, потому что зимой, хотя и не будет такой интенсивный поток автомобилей, но все же можно делать такие услуги, как снятие наледи, допустим, со стекол и с корпуса автомобиля, что очень часто происходит зимой. И потом, я думаю, мало кто откажется просто в холодную погоду зайти и посидеть, съесть что-то горячее. Антон, ты посчитывал, за какое время, например, ты и твоя, предположим, команда из ребят могли бы заработать миллион? Ну, если набрать проворных ребят, то при удачном раскладе 1,5-2 года и вы миллионер. Николай Милюков,
директор Сыктывкарского коммерческого предприятия «Техприбор». Идея эта, в общем-то, она не новая. И ею пользовались, в общем-то, в свое время так называемые цеховики, если кто знает. Она до сих пор используется в странах, где-то в Сингапуре, в Тайване, в Китае. Это так называемый домашний бизнес, как его называют. То есть работа на дому. В чем ее актуальность вот сейчас, именно на сегодняшний день? Производство у нас сейчас дорогостоящее. Вложение в это производство, аренда помещения, энергия, тепло, прочее. То есть начальный капитал. В то время как можно использовать ту же рабочую силу на местах. Ну, здесь у нас можно обратиться в центр. То есть, любой желающий заработать этот самый миллион, развернуть свое производство, здесь можно с наименьшими затратами. Каким образом? Вот он обращается в центр по трудоустройству, где у нас сейчас уже регистрируются безработные и масса людей, которые, значит, желают заняться каким-то трудом. Конкретно под какую продукцию? Ну вот, к примеру, допустим, я вот первое, что у меня на глаза, вот, скажем, визитка. Вот это изделие разбивается на операции. Количество операций, технолог, который разработает, вот пришить карманчик, строчка, вот прибить кнопку, значит, вот, пожалуйста, то же самое операция. Пришить молнию, то же самое. Вот шлевочки, значит, раз, строчка, раз, две шлевочки, вот хвостик. Прострочили здесь, получили готовое изделие. Дальше вот этот материал в виде заготовок, значит, уже развозится, то есть, специальным человеком, один, пусть будет курьер, диспетчер, как угодно его можно назвать, который развозит по этим адресам заготовки. Значит, и дальше они уже идут по конвейеру, то есть вот здесь вот прострочили, перешла в следующую, здесь он забирает готовую уже после этой операции, перевозит этим, от этих этим, и вот в такой вот в последовательности, значит, он развозит эти заготовки. Это очень выгодно. Во всяком случае, вот, пожалуйста, при, скажем, вот цена продажи, то есть реализации вот этого, скажем, изделия, вот обычной визитки, где-то 350-400 рублей, себестоимость ее вместе с материалами порядка 150 рублей. То есть вы чувствуете, да. То есть вот секрет дешевизны сингапурских и тайваньских вещей. Да, которые в основном-то делаются все на дому. Почему это говорят желтая сборка? Важно найти именно тот товар, который будет пользоваться спросом. Вот, и именно его. Потому что, просто так ведь наобум не возьмешь, это тоже надо работать. Все хорошенько просчитать, найти именно тот товар, который нужен, и вперед. Итак, 1 октября в следующей программе «Как заработать миллион» жюри назовет первого победителя конкурса. И в этой же программе мы представим вам очередных претендентов на приз в 10 тысяч рублей. Удачи вам, господа. Асти. Разрешите? Студия Асти. Скажите, вы хотели бы иметь миллион? Миллион? Кто бы не хотел его иметь? Кто бы не хотел его иметь? А вы знаете, как его заработать? Заработать? Украсть только если, или выиграть. Скажите, вы хотели бы иметь миллион? Я нет. Сколько платят, столько и хватит. А скажите, а ваши подопечные? Наверное, хотели бы. А мне можно с ними пообщаться сегодня? Подопечных, в общем-то, нету. Можно. Мелкие хулиганы в основном. Они находятся в комнате задержанных. Можно пообщаться. Давайте. Можно отказаться. Все ясно. Скажите, вы хотели бы иметь миллион? Конечно. А кто бы его не хотел иметь? А скажите, вы знаете, как заработать миллион? Можно. Коммерция какой-нибудь. А вы занимаетесь коммерцией? А вообще-то могу, если что-то есть у меня. Ну и как вы думаете, за сколько вы сможете заработать миллион? За какое время? Давай товар, и будет время. Пиастры! В одном из этих зданий 5 августа сего года было совершено преступление. Передача взятки крупному хозяйственному руководителю за оказание услуги, связанной с использованием служебного положения.
мы не можем пока сообщить ни имени взяточника, задержанного сотрудниками городского отдела по борьбе с экономической преступностью, ни других подробностей этого преступления. Единственное, что мы можем сегодня, это показать вам фрагменты оперативной видеосъемки, сделанные сотрудниками городского отдела внутренних дел в момент задержания подозреваемого в получении взятки. Сюда быстрее, Валера! Голову убери, Женя. Убери-ка. Все. Сейчас я записываю. Записывай, Валер. Записывай. Заходите, пожалуйста. Заходи сюда. Посмотрите. Заходите, быстро. Заходите. Не кусайте меня. Вот у него деньги здесь в кулаке. Посмотрите. Иди смотрите. Рядом там. Женщина, прошу. Все, посмотрите. Так. Что? Отпускай. Хватит. Значит, все, вставайте. И без эмоций. Все. Значит, сели сюда. Сели. Ну не уходите, гражданин. Не уходите никуда. Сели. Значит, данные деньги были помечены. А он мне вернул эти деньги, все. Пожалуйста, смотрите. Что здесь написано? Громче говорите. Взятка? Взятка. Контролируй. Взятка. Взятка. Все помечены. А на этих вот смотрите. Вот. Знаете, ничего. Значит, и сколько это? Сейчас посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратите внимание, сумма взятки 10 тысяч рублей. Ровно столько мог бы получить криминальный герой этих съемок, при этом не нарушая закона, если бы обратился с идеей на тему о том, как заработать миллион, в адрес нашей программы. Не знаю, как вас, а меня с давних пор интересовало. Как выглядели представители известных уссысольских купеческих династий, дома которых до сих пор украшают улицы Сыктывкара. К примеру, вот это хорошо известное всем сыктывкарцам здание, где размещается ныне художественный музей, было построено в 1912 году братьями Кузьбожевыми, которые в начале века торговали в городе и уезде рыбой, сахаром, хлебом, табаком, изделиями из чугуна и стали. А вот чудом сохранившаяся фотография, на которой запечатлен первый и единственно законный владелец дома. Вот он в центре, купец второй гильдии Петр Кузьбожев, сфотографированный момент скупки пушнины у местных крестьян. Конечно, снимок неважного качества, но хорошо уже то, что он просто сохранился до наших дней. От многих известных в свое время представителей купеческого сословия Коми-края не осталось вообще ничего. Ни фотографий, ни бумаг, ни даже имени. А это здание, куда сегодня сыктывкарские мамы водят на прием к врачу своих малышей, начали строить в 1916 году братья Василий и Иван Комлины, одни из самых состоятельных купцов Уссысольска конца прошлого, начала нынешнего века. Один из них, Иван Платонович Комлин, на снимке он в верхнем ряду в центре, был в одно время городским головой, владельцем большого парохода и большого по тем временам состояния в 300 тысяч рублей. Другой брат, Василий, здесь он крайне справа, в верхнем ряду, был гласным думой и владел магазином, где торговал в основном продовольственными товарами. От купца Плеснина остались сыктывкарцам на память два дома. Один – красивый аккуратный особнячок рядом с городским парком культуры и отдыха. Другой – по улице Советской, до революции Спасской, где сейчас размещается аптечное управление. Этот дом был построен ровно 100 лет назад, в 1892 году. Внизу торговали, на втором этаже жили. А вот и сам Плеснин. На снимке он в центре с роскошной белой бородой. Выходец из вильгарских крестьян, известный в конце прошлого века подрядчик и лесопромышленник. О том же, как выглядели великоустюжские купцы Дербеневы, владевшие в начале века крупнейшим и единственным в городе Уссысольске универсальным магазином, неизвестно не только нам, но, по всей видимости, не было известно жившим с ними в одно время горожанам.
Старожилы рассказывают, что на их памяти Дербеневы ни разу не появлялись в Усть-Сысольске, а все дела в городе вел их управляющий Охлопков, который до 1906 года сам был владельцем этого магазина. Так выглядел самый большой городской магазин изнутри. Однако о том, кто изображен на этом снимке, сам ли управляющий или один из приказчиков, и кто эти господа справа, об этом история пока умалчивает. Впрочем, слово «пока» неплохое русское слово. Оно оставляет надежду на разгадку и в этом случае, и во многих-многих других. Продолжение нашего видеорассказа о купеческом сословии, о забытых и малоизвестных страницах истории предпринимательства в Коми-крае в следующих передачах цикла «Как заработать миллион». Скажите, ребята, сколько вам нужно для счастья? Миллион. Миллион? Как минимум. А денег? Денег очень много нужно нам. Сколько? 100 тысяч 100 тысяч хватит для счастья? хватит. А миллион не нужен? Миллион нужен. А вы знаете, как заработать миллион? А как его заработать? Как его заработать? У Туманова, в Тиманина. У Вадима Ивановича? Да. У него и Алексея все, так сказать. Сесть на бульдозер и работать честно и справедливо, и может заработать эти деньги нам. Я вам покажу, как заработать миллион. Паша, ты врешь. Валера, тем более. Они пьяные. Где ты знаешь миллион заработать? Я знаю. Иди на гормозавод, бутылки собирай, сдай. На винзавод, бутылки собирай, сдай. Все выкидывай через забор. Мясокомбинат, мясо выкидывает. Так, нет? И можно заработать? Можно заработать миллион. Миллион. Интервью программы. Юрий Спиридонов, председатель Верховного Совета Республики Коми. Ну, вообще, если говорить о миллионе, то я думаю, что это такая азбучная прописная истина. Есть два способа, чтобы у тебя появился миллион. Или его заработать честным трудом, или украсть. Но раз мы говорим о том, как заработать, мне просто кажется, что нужно раскрепоститься, не надеяться ни на кого. Это первое. И реализовать свои возможности. И таких людей появляется все больше и больше. Можно сколько угодно сетовать и опять продолжать просить или вырывать у государства, как это сегодня делается по заработной плате, или обвинять государство в том, что оно о ком-то не заботится, как это делается сегодня так в обывательских кругах. Но можно и работать так, как сегодня работает, скажем, тот же наш Республиканский совет ветеранов, те же наши общества инвалидов, которые не сидят и не ждут только от государства, они сегодня пытаются сами себе заработать. Посмотрите, сколько организовано малых предприятий, надомных служб, сколько пытаются создать таких предприятий, организаций, где посильно могут эти люди каким-то образом сами себе зарабатывать. И как это ни странно, вот что меня даже... где-то могу сказать, что и удивляет, что эти люди оказались к новым условиям больше приспособлены, чем так называемые средние трудящиеся на государственных предприятиях, которые только кричат «дай зарплату». Но от этого ничего не добавилось, ни производительности труда не добавилось, ни объемов производства не добавилось. И все, что государство туда вкладывает, кредит или все это идет в зарплату, работа на сегодняшний день. Поэтому, чтобы заработать миллион, надо просто верить в себя, уметь делать дело и браться за него. Я тут других путей не знаю. А вот то, что я сказал, вторую часть, вот для этого мы должны стоять на страже, чтобы не, скажем, не обесчестить вот это желание иметь миллион. А у нас, к сожалению, в обществе иногда путают это все и валят все в одну кучу. И умеющих работать, и желающих работать, и варюк, и всех в одну кучу пытаются смешать. Этого ни в коем случае нельзя делать. Так что я желаю людям, которые умеют, которые набрались смелости, взяться за это дело, всяческих успехов. Пусть у них быстрее появится миллион. От этого общество только выиграет. Всякая всячина. Хорошая привычка с детства зарабатывать деньги своим трудом наконец-то с очень богатого Запада перекочевала в очень бедную Россию.
Мытье машин возле стоянки гостиниц – один из самых распространенных видов детского бизнеса. Но вот то, что к этому делу наравне с мальчишками подключились и совсем маленькие девочки, и для нас было полным откровением. Вот так эмансипация. Эту трогательную сценку мы засняли на видеокамеру возле сыктывкарской гостиницы «Юга». А как вот ты решила, почему, так сказать, вот ты решила вот так вот подрабатывать? Ну, потому что нас мама мало получает, и папа мало тоже. А сколько ты за день получаешь здесь? Если не секрет, конечно. Ну, по-разному. Самое большое 100 с чем-то. А деньги куда? Маме отдаю. Это твоя сестренка? Да. Скажи, пожалуйста, а вот у тебя есть желание быть богатым человеком? Да. А сколько в том представлении вот, должен на счете иметь богатый человек? Сколько денег? Ну, наверное, баксидлион. Сколько? Баксидлион. — 20 августа в Сыктывкаре в Доме правительства состоялось первое рабочее заседание Президиума Союза предпринимателей Республики Коми. Как нам представляется, создание Союза, ведущие роли в котором будут играть влиятельные личности, представляющие крупные производственные и предпринимательские структуры, это первая серьезная попытка дать понять правительству Республики Коми, что у формирующегося класса предпринимателей есть свои интересы и приоритеты в сфере экономики и социальной жизни. В частности, известный в широких предпринимательских кругах Александр Зерюнов так сформулировал направление деятельности только что созданной организации. Это помощь правительству и защита интересов предпринимательства. На заседании Президиума, которое проходило под руководством президента Союза Владимира Липатникова, обсуждались такие стратегические вопросы, как участие Союза предпринимателей во внешнеэкономической политике республики и целесообразность инвестирования грандиозного проекта создания на территории Коми-края обширнейшего природного национального парка. 8 сыктывкарцам под руководством умельца-самоучки Бориса Селюнина, возможно, уже в ближайшем будущем удастся достичь того, что удается только избранным – разбогатеть, занимаясь любимым делом. Используя забытые на Руси дедовские способы заплетки и свои собственные находки, мастер с учениками изготавливают плетеную ивовую мебель, предназначенную для дачных интерьеров. В старину, то есть до революции, иметь в своем доме подобные вещи ручного изготовления могли только достаточно состоятельные люди. Насколько мне известно из литературы, например, крестьянин, который занимался этой плетением мебели, он за зиму делал какой-то комплект. И потом целый год почти существовал на эти деньги. Ну что же, мастер Селюнин тоже не останется в прогаре. Судите сами, по западным каталогам цена подобного набора из стола и 4 табуретов доходит до $500 американских. Воруют нынче все. Даже картошку выкапывают. Вполне возможно, на огородах появится не только экзотическая проволока, но и сторожевые вышки. Мой дом, моя крепость, мой огород, моя маленькая зона. Частная собственность священна и неприкосновенна. Вечером 1 октября по второму телевизионному каналу выйдет в эфир очередная программа «Как заработать миллион». А победителя сентябрьского конкурса определит жюри, составленное из представителей фирм-спонсоров. Спонсоры программы – акционерное общество «Илыч», Союз предпринимателей Республики Коми, Коми-банк, информационно-коммерческое бюро Коми-АБ, кооператив «Бытовик», производственный кооператив «Кредо». И напоминаем, вы смотрели авторскую программу Сергея Сорокина, Татьяны Рожиной, Александра Ильина, Николая Аникина «Как заработать миллион». Над программой также работали Альберт Велков, Аркадий Андреев, Ольга Поздина, Владимир Рожин, Нина Елькина, Игорь Пильчин, Лариса Филатова, Валерий Черницын.